Солдаты, как и военная техника, должны быть готовы к любым трудностям и выполнению самых сложных опасных задач. В связи с этим обойтись без модернизации машин и разного рода устройств было просто невозможно. Технологии неустанно развивались вслед за изменениями условий войн. И сегодня на вооружении многих государств уже находятся самые крутые передовые образцы военной техники, на которые однозначно стоит обратить внимание. Ну что, готовы их увидеть? Тогда внимание на экран. Создатели научили свое детище двигаться так, что со стороны кажется, будто бы по двору бегает настоящая собачонка, только страшной породы. Но на самом деле этот робот может быть отличным помощником в военном деле. Полноценный армейский робот с целым рядом расширенных возможностей, который послужит прекрасным напарником для профессиональных саперов. Боевые автономные роботизированные машины раньше имели в основном вспомогательные цели – проводить разведку, например. Однако новая система МААРС заточена всего на одну главную задачу – вести огневые действия в зоне конфликта. Модернизированный БПЛА МК-1C Grey Eagle похож на самолет. И он предельно эффективен, поскольку может вести разведку, анализировать местность, глушить радары врага и даже наносить удары с хирургической точностью. Внешний вид американского бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress впечатляет. К тому же эта крылатая птица обладает одной из самых мощных систем радиоэлектронной борьбы среди боевых самолетов США. Что может быть лучшей защитой в военном деле, чем Quantum Stealth? Такой удивительный материал, который огибает световые волны вокруг цели, способен сделать объект абсолютно невидимым. Такая концептуальная машина была построена с учетом самых основных запросов – универсальности и маневренности. И надо признать, танк и правда получился достойным. Legged Squad Support System, или, проще говоря, четвероногий робот, может функционировать автономно в качестве вьючного животного для отряда солдат или морских пехотинцев. Достойное изобретение. Очередной совершенно американский проект, от которого замирает сердце – сверхзвуковой высотный бомбардировщик «Валькирия». Выглядит он, конечно, просто потрясающе. Возможно, в скором времени некоторые изобретения приведут нас к тому, что не будет нужды в живой силе в военном деле. С такими-то роботами. Немецкий концерн Rheinmetall в 2022 году представил новый танк Panzer KF-51, который значительно отличается от всех своих предшественников. И прежде всего не только современным дизайном, но и новейшим военным оборудованием. Бронемашина Cobra компании Otokar отличается прежде всего своим стальным V-образным корпусом, который обеспечивает надежную защиту от легкого стрелкового оружия, артиллерийских осколков и различных видов мин. В нынешнем виде Черный рыцарь или Black Knight может найти применение в структуре сухопутных войск, поскольку фактически это боевая машина, напоминающая танк, но с защитой и вооружением на уровне БМП. А вот как выглядит модернизированный мотороллер Vespa 150 TAP с 75-мм безотказным орудием, разработанный для нужд ВДВ. Как по мне, отличная разработка, заслуживающая особого внимания.
Думаете, создать боевой самолет, способный с помощью мощного бортового лазера уничтожать различные объекты противника, невозможно? Как бы не так. Перед вами экспериментальный Boeing YAL-1 как раз с такими функциями. С прорывом минных полей и сложных препятствий на ходу теперь отлично может справиться гусеничная бронированная инженерная машина М1150 Assault Breacher Vehicle. Идеальная машина для этих целей, что тут говорить. Что может быть эффективнее в некоторых задачах военного дела, чем дроны с искусственным интеллектом? Больше не нужно рисковать жизнью, подставляя себя под пули. Corner Shot – отличный вариант оружия для стрельбы из-за угла, благодаря чему стрелок всегда будет оставаться незамеченным. И снова очередная модификация робота на колесах, который вскоре сможет выполнять любые функции на поле боя. В январе 2022 года официально было объявлено, что усовершенствованный вертолет Defiant X во время испытаний смог развить скорость 437 км в час в горизонтальном полете. И это вдвое превышает скорость среднего вертолета. Американский одноместный штурмовик Warthog А-10 уже успел зарекомендовать себя как многоцелевой самолет повышенной живучести. Часто его еще называют летающим орудием. Говоря о крутом вооружении, нельзя не упомянуть о такой зенитной системе вооружения, как «Патриот». Именно она успешно поражает и обеспечивает надежную защиту от баллистических ракет в действии. У пусковой установки залпового огня Яханам Лаунчер имеется 240 стволов, что делает ее самым большим реактивным артиллерийским орудием во всем мире. Масштабы боевой машины, надо признать, впечатляют. Ударный истребитель F-35 уже успел прославиться своей доминирующей многофункциональностью и сумасшедшей скоростью. Универсальный дрон Pegasus-2 с искусственным интеллектом имеет скрытую систему, предназначенную для выполнения миссий по наблюдению за противником и разведке. Надежный помощник. Гусеничная бронированная машина КФ-41 Lynx была создана для помощи в противостоянии возникающим угрозам ближнего боя с противником, а также для проведения разного рода миротворческих операций. Глядя на Panhard Crab и осознавая всю мощь этого боевого бронированного автомобиля, даже вопроса не возникает, почему его называют одним из лучших разведчиков во всем мире. HMS Helsingborg является вторым корветом класса Висби, который был построен с использованием так называемой технологии невидимости. А все для того, чтобы затруднить его обнаружение с помощью радара и других датчиков. Многоцелевые атомные авианосцы США типа Джеральд Форд – настоящие гиганты военного дела. Главное отличие последних моделей заключается во внедрении ряда новых технологий и конструктивных решений, в частности, элементов стелс-технологии. Микродрон Diadon SP-20 разворачивается менее чем за 60 секунд и может управляться одним человеком.
Независимо от условий, на суше или на море, устройство всегда удовлетворяет потребности военных в разведке. Реактивная артиллерийская система М142 «Химарс» уже давно зарекомендовала себя как прогрессивная, высокоэффективная установка, которая всегда готова поражать боевые позиции противника. F-22 «Раптор», благодаря уникальному сочетанию малозаметности, скорости, маневренности и ситуационной осведомленности, по праву обеспечил себе беспрецедентное господство в воздухе. Особенно если ко всему этому добавляется смертоносное вооружение большой дальности. Новый истребитель шестого поколения Mitsubishi FX создается силами японской компании Mitsubishi Heavy Industries. И это должна быть настоящая бомба замедленного действия, как говорится. В сфере кораблестроения тоже, думаю, можно ожидать новые современные и модернизированные виды вооружений в ближайшее время. Истребители шестого поколения точно будут отличаться улучшенной стелс-технологией, возможностью изменения формы, а также эффективностью во всех режимах полета.